сказать, что мужчина не выдерживает боль, да? Мужчина не должен плакать. Они плачут. Но я видела слезы счастья, видела слезы радости, видела слезы благодарности. Но ни один мужчина не плачет от боли. Ни один. Да? И это прямо вот, как сказать, поражает вот стойкость вот это, да. Одну ситуацию расскажу интересную. Девушка-волонтер как раз с Алекминского района была. И приходит, говорит: Вера Петровна, сегодня, говорит, я увидел, как мужчина плачет. Говорит: а что ты сделала, что он заплакал? Говорю. А она говорит: нет, ничего не делала. Я сказала, что я якутка. Когда помогаем регистрировать фамилия, имя, отчество, дата рождения, в годах мужчина, говорит, лежал, на меня так глаза посмотрел и говорит: а кто ты по национальности? Спросил. Она сказала без задних мыслей, говорит: якутка. Он начал плакать навзрыд. И говорит, плачет и говорит: якут меня вытащил, якутка встречает, откуда вы появились, что за вы народ такой, да? Вот, да? И таких вот ситуаций, когда слышишь о наших ребятах такие подвиги совершают, да, вот гордость за Якутию. Мне кажется, когда все закончится, здесь будет очень много людей, которые захотят приехать, посмотреть, что это за Якутия. У меня отец воевал, ну, офицер военный. И он пишет, ну, воспоминания написал, оставил, в 85-м году он уже умер. Ага, и говорит, ну, сери тюльбит курдук. Ага. И это, говорит, ну, все выдерживали, Ленинград, оборона и так далее. И на Курской дуге, ага, его ранило. Ранила, и лето, говорит, жарко, полевой госпиталь. Врачи не успевают, говорит, и прямо гной у меня, говорит, и я, говорит, уже выдержал сколько лет, 3 года войны, и, говорит, там это, мухи ползают. Не может ни шевелить, ничем. От безысходности. Я, говорит, впервые тогда заплакал. И я почувствовал уже, что я еще жив, что я еще человек, у меня слезы есть. И я, говорит, так плакал и прямо до костей пробирает. Даже они же без анестезии иногда делали операции. Даже нож этого хирурга было ничем, когда вот этот муха так ползала. Ну вот по поводу опарышей тоже такое, да, тоже хирург стоит, а у меня тут опарыши. Он говорит, это звучит так плохо. На самом деле они съедают мертвые ткани, поэтому восстановление идет к лучшему. Это же природа. Разные ситуации, моменты бывают. Не знаю, когда-нибудь кто-нибудь, может, поймет. Я просто вот от своего жизненного опыта делюсь, да, поэтому, не знаю, может, это только лично мое мнение, да, у других, может, другое мнение, но мой жизненный опыт, он такой. Именно прийти к принятию ситуации. Я, например, отца потеряла, когда он был молодой, да, и для всей нашей семьи это была боль, для всего рода. Это была боль для всех родственников, для всех тех людей, которые с ним вместе работали, учились. Вот когда мы живем, у нас в каждом периоде нашей жизни есть люди, с которыми мы очень тесно сталкиваемся. И вот каждый человек, он оставляет себе частичку тебя. И я вот, когда только к принятию пришла, отец сейчас живет вместе со мной. И я часть его жизни, и я должна прожить свою жизнь так достойно, что мой отец будет гордиться. И он, мне кажется, гордится. Маму тоже мы потеряли, да? Это тоже очень такая вот боль, да? И когда вот эта боль, вот почему я говорю, что мы переходим на другой этап общения, да? Частенько просто пишу письмо маме и сжигаю. Почему? Потом этот пепел кидаю на ветер. Она же читает. То, что ты хочешь поделиться с тем человеком, который физически не рядом с тобой, то можно сделать вот так. Написать письмо, благодарить, признаться в любви и сказать, я тебя люблю, я физически не могу, но это я могу написать. И она это знает.
да, и она всегда рядом, и я часть ее. Вот. Маленьким детям тоже, когда объясняешь, потому что дети тоже по-своему переживают утерю близкого человека, да, когда они переживают, и им не хватает вот именно общения, да, и мы вот так сидим, листочек берем, пишем бабушке письмо. Написали, сожгли, и пепел, вот, и становится уже легче, вот, да. Потом Чараса и Гедин как вот ментальный мир, вот, тонкий мир, да, тонкий мир он есть. Я в этом даже вот прямо глубоко убедилась, сталкиваясь с теми ребятами, которые у нас там находятся, да, и, видимо, из-за того, что мы ближе к природе или как-то, да, вот наши ребята, они, ну не только они, да, там у нас же много национальностей, там и буряты, тувинцы, там и калмыки, и вот наши якутяне, разные-разные национальности. Вся Россия практически. И вот каждый, да, вот чеченцы, дагестанцы, вот все, да, и каждый, он вот как мужчина, они, находясь в вот экстремальных ситуациях, у них раскрывается какое-то седьмое чувство. Вот мы же говорим, седьмое, восьмое чувство, там это, но у них, наверное, какое-то 10-е чувство. Они на расстоянии чувствуют все. Они настолько чувствуют тебя, в каком ты настроении заходишь, с каким настроем приходишь. И вот когда вот мы с девочками-волонтерами общаемся, как вот работать с ребятами, да, говорю, девочка, полностью обнуляйтесь. Все свои проблемы оставляйте в кармане, полностью обнуляемся и идем открытыми, с открытым сердцем. Только тогда ты можешь найти контакт. Если ты в какое-то агрессивном состоянии, они сразу это тебе отражают. Тут бессознательно это работает, да? Они сразу начинают тебя агрессировать, там это, что-то начинает происходить, там это, да? И чтобы вот обнуляться и просто открыть сердце. И все, больше ничего не надо. И тогда вот человек, который уже у них очень развит инстинкт самосохранения. И ребята даже по звуку определяют, сколько метров летит ракета и где она примерно упадет. Вот это вообще уникальный какой-то вот... Обычный человек это не может сделать, но они знают это. Вот, да? И таких тоже историй интересных рассказывали. Да? Вот прилет, говорит, все разбежались, кто куда, говорит, и мы где-то человек 6-7, говорит, вот на какой-то пригорок, говорит, легли, и вот у меня вот здесь, говорит, чувствую. И я, говорит, всех тормошу, давай, пошли, смотрю, говорит, там воронка. И мы поползли к воронке. Как только последний человек заходит в воронку, на то же место, где они лежали, падает снаряд. На следующий день все ходят за ним по пятам. А он якут, да? Да, из Якутии. Ага. Парень тоже рассказывал, говорит, я 3 дня разговаривал со своим командиром, а его, оказывается, уже нет. А если бы я с ним не разговаривал, я бы сам не вышел. Он 3 дня полз и знал, что командир здесь рядом. Он с ним разговаривал, мы даже с ним спорили, там ругались, а он давай откатывайся, приказывай на откат, материт меня, говорит. Я с ним тоже матерюсь, и 3 ночи я с ним ругался, разговаривал, говорит, да. Это галлюцинация у него была или он полузабытие, или как? Это не галлюцинация, это полузабытие, да. И потом он, когда вот к своим вышел, он был 100% уверен, что они с ним вышли. Но оказалось, что они, оказывается, еще тогда остались там на поле. Потом еще рассказывал мне не с нашего региона боец. Я не знаю, как благодарить своего друга, говорит. К сожалению, я, говорит, его семью не знаю. Но благодаря ему я вышел через минное поле, говорит. Когда кровь теряется, они там то сознание теряют, то приходит и вот ползет. И говорит, как только просыпаюсь, говорит, он сидит рядом. И мне говорит, пошли вот сюда, показывает дорогу. И вот так через минное поле он прополз и вышел. А потом, когда пришел, он тоже был уверен, что он жив рядом. А оказывается, он в тот момент вот уже погиб. Получается так. То, что мы говорим о тонком мире, он и есть. Вот нам, которые вот сейчас вот здесь живем, да,
когда ребята возвращаются, почему-то все негативное пишется о наших военнослужащих, когда кто-то где-то там напился, кто-то где-то там это. Но на самом деле нам нужно еще дорасти до их уровня, до их уровня ментальности. У них меняются ценности, у них меняется полностью мировоззрение. Да? И мы должны быть готовы принять их такими, какими они стали, а не такими, какие они были. И тянуться к той высоте человечности. Человечности и человеческих отношений. Да? И вот сразу вот прямо чувствуют они, сразу, с какими мыслями человек просто заходит. Они сдалека это видят. Есть же связь матери и ребенка, еще с пуповины получается. Да? Вот эту ментальную связь, она у нас в каждом есть. В каждом человеке она есть. Но в связи с этой цивилизацией, вот телефоны, там это, то все, вот эту связь мы немножко потеряли. И нам нужно вот именно научиться услышать себя, где-то оскуян, туспятиян, научиться включить вот свою ментальную связь. И ты вот своей ментальной связью ты можешь его вытащить оттуда. С любых передряг, с любых в этих, да, и когда ты веришь, вот умение ждать, да, когда ты веришь в то, что происходит, что все будет хорошо, и вот это вот именно вот мысленно все вытягивается. Не надо думать о плохом всегда, да, и накличить вот этот, да. У нас у якутов же тоже есть поверье, что я только сейчас понимаю вот выражение наших старейшин, да, кенгос. Вот кенгос да не надо. А что это такое? Вот принятие и вера. Когда ты веришь, вот это совсем по-другому работает. И очень много таких интересных случаев, ситуаций, очень много интересных моментов. Кажется, что чудо, а на самом деле это так оно и есть. Это природа же. Мы же дети природы. Это жизненный цикл наш. Мужчина — это защитник. Он создан для этого мира. А женщина служит мужчине. Ни в коем случае по-другому. Так должно быть. Так должно быть В по идеале, природе, да. в идеале. Ага. А когда не так, тут дисбаланс, Да. вот тогда уже нам нужно, как говорится, многие вот есть такой момент, конечно, когда подписывают контракт именно те, которые вот не нашли себе вот мужчин. Они сами себе доказывают, что они мужчины. Да. Они сами себе доказывают, что они есть. Они сами себе доказывают вот именно свою вот природную сущность. Вот. И они там становятся сами как вот, чуйка, вот, как звери, вот как этот вот все. Их вот не проведешь никаким методом. Они сразу знают все. Поэтому открытое сердце, любовь и благодарность — это все, что на самом деле кажется просто. Всего 3 слова. Вот. Очень интересно вот симбиоз вот разных национальностей, да? Вот. Тоже такая история, вот рассказывает наш парень, говорит, вот сидим, говорит, в окопе, я, говорит, там у меня друг бурят, говорит, потом этот дагестанец был, говорит, русский парень есть, говорит. И сидим, говорит, и как только прилет, мы начинаем молиться. И каждый молится на своем языке. Кто-то там «Отче наш», там с Корана, там это, да. А ты, говорю, как молишься? Они там арабы говорят. И все. И все. Я вот только так, говорит. А потом, говорит, это же частенько, вот, и мы начали друг другу учить вот эти слова, да. И они все хором на разных языках молились вместе. А потом уже в конце концов все только они там арабы говорят. Вот, да? Они там арабы говорят. Вот, битте. Коротко, ясно. И потом, говорит, у меня, говорит, спрашивает, а почему у вас у якутов такая молитва такая короткая? А он говорит, краткость сестра талант. Почему она такая короткая? Краткость сестра талант. Зато напрямую, говорит. Вот так вот. Зато напрямую. Вот. Поэтому ни в коем случае, как сказать, отрицать то, что нету тонкого мира, это не никак. И в этой струе, наверное, писали исповедь какого-то военного. Они говорят, чтобы командира, по-моему, лесной это было, что ли, дайте нам хоть одного якута в отряд.
Ага, ну, чувствуют за ним какое-то вот природное начало, то, что он не растерял вот это вот чувство, что ли. Есть такое, нет? Ну, в принципе, да, есть такое. Вот. Поэтому многие ребята говорят, благодаря нашему Якуту мы вот живы. Благодаря тому, что он там нам показал, как построить блиндаж, научил их пользоваться этими столярными инструментами. Там у наших же ребят еще высоко развиты именно охотничий, вот этот промысловый, да, вот. Благодаря ему мы не проголодались, вот, да. Таких слов благодарности от других ребят, от другого региона, да, слышишь постоянно. Иногда вот такое ощущение, когда вот мы говорим о якутянах, как будто только якутяне воюют. Совершенно не так. И когда говорят, что мы не видим москвичей, они тоже есть. Да? Просто они центральный военный округ, а мы восточный военный округ. Поэтому между ними расстояние несколько сотен километров. С августа прошлого года мне еще разрешили же выезжать в госпиталя, где есть на территории, внутри территории СВО, которые лежат на третьей линии. Луганск, Донецк, вот едешь по трассе. Вся Россия. Наша лепта, она часть той победы, которая вот куют наши ребята. И ни в коем случае не отрицать вот их героические поступки, их вот моменты такие, да. И иногда я слушаю, почему вот именно хвалят наших ребят, да. Но жизнь показывает так. Мы же сами якуты, да. Вот тоже мне говорят, а ты что тут делаешь? Я за весь регион, и каждый якутянин — это уже твой родственник. Вот. И ребята наши русскоязычные же тоже приезжают и говорят, поговори со мной по-якутски. Ну, ты же не понимаешь, говорю. Не, мне приятно, говорит, слышать наш якутский язык, говорят. Вот. Потом я встречалась с парнем, который еще в 2014 году, как беженцы, как раз приехали из Донецка, вот, в Алданском районе, да. И когда началась мобилизация, он пошел уже, да, и с нашими ребятами тоже, да. И он разговаривает на якутском языке. А сам украинец. Вся семья здесь в Якутии, и он, когда мобилизация началась, он, это же за мою землю, вот, пошел от нас, получается, да. И в то же время желание учить якутский язык очень много. Когда здесь я слышу, когда говорят, что умирает язык, он всегда живет, покуда мы сами живы. Поэтому живет наш язык, я в этом 100% уверена. Вы постоянно там? Постоянно. Вот, постоянно, каждый день, без субботы и воскресенья. Потому что у врагов нет выходных. Поэтому у нас тоже нет выходных, получается так. Я являюсь представителем Министерства труда и социального развития нашей республики. У нас же открылся центр социального сопровождения участников СВО, членов их семей. Я являюсь руководителем данного центра с августа 2023 года по назначению выплат единовременных по ранению. И вот ребята уже заметили тот факт, что очень быстро все решается, очень быстро, вот как только они пришли, мы вот собственноручное заявление все собрали, документы все собрали, сразу же мы специалист сканирует все это, обращение уже принимает, вот, да, полностью, и все это сразу отражается в управлении социальной защиты. Но у нас 6-часовой временной режим. Работать в 2 региона и в 6 часов разницы, это с какой-то стороны выгодно. Вот, получается, мы ночью зарегистрировали, утром уже увидели. Утром уже назначение пошло, и на следующий день уже может, как говорится, решение уже выйти. Поэтому сократились сроки очень, вот именно обращения наших ребят. Главное в приемном отделении вы документами занимаетесь? Документами не наших, а именно вот самого госпиталя. Госпиталя. Ага. Когда мы встречаем наших ребят, то есть там же, я говорю, там не только наши ребята, там вся Россия, да. И когда мы встречаемся с нашими ребятами, и мы берем у них региональные выплаты, заявления, оформляем выплаты. У всех? У всех наших, ну, которые по ранению. Самая главная, основная задача — это связь.
То есть найти контакт с родными, найти, чтобы, если у него телефона нету, то даем телефон, и сим-карту местную они уже сами оформляют. Но там уже есть волонтеры, которые сим-карту раздают в самом госпитале. И вот так всячески стараемся, чтобы меньше был промежуток беспокойства родных. Больше помощь нужна здесь, в тылу. Вот те же маскировочные сети, плетения, да. Люди, ну, да я смотрю, что в некоторых моментах люди уже устали, да. Но, скорее всего, это наше с вами, наверное, как сказать, тургутон көрүү. Как правильно это будет? Наше с вами, ну, испытание, Именно. испытание сложностями. Испытание веры, может быть. Да, может быть. Такое, да? Это настолько вот наше с вами именно испытание веры, которое вот говорит о том, что вот до конца идти до конца, и чтобы это не происходило вот именно каждодневное, вот кажется, что вот это каждодневное плетение, да, это, ну, как бы надоедается, да, или там кто-то устает, там этот, да, но все равно это каждодневный вот этот труд, который дает веру, вот, дает веру, и он определяет, кто смог. Кто смог пройти. Кто смог пройти эти испытания. Вот, да? И вот сейчас, в данный момент, нам самое вот важно именно мыслями, именно вот ментально сплотиться, осознать специальной военной операции. Она очень техногенная, да? И вот именно быстрое вот это включение вот все очень быстро меняется. Поэтому здесь очень нужна вот именно мобильность, сплоченность, не уставая, хоть сиди да собирай эти дроны дома, можно сказать так, да. FPV-дроны. Что это да. такое? Граната с глазами и с крыльями, можно сказать так. Потому что они такие маленькие, и они могут даже в кабину залететь. Вот. Почему сейчас вся военная техника в этих мангалах? Они называют мангалами, они дополнительно делают такой каркас сверху, вот на Уралы, даже на те же УАЗики, на все вот эти, на всю технику практически, даже на этих БТРах, их танках вот эти мангалы делают, да. И это вот полностью вот это сеткой маскировочной. И когда FPV-дрон, например, прилетает, вот, да, и он прям от сетки она отлетает. Вот, и взрывная волна, она не пробивает броню, она сохраняет жизни. А он залетает вообще вот как этот. Поэтому вот очень важны на самом деле эти маскировочные сети. Они не только маскируют, да, они еще вот в движении. Это же как расходный материал. Они сегодня вот это каждый день вот в таком состоянии вот эти такое это, поэтому мы на работе вот, тоже шьем постоянно, да, всем, у кого есть время. Да, вот всем, кто вот именно плетем, то есть. Да, плетет вот именно свою личную, как говорится, время, тратит на эти вещи, это не зря потраченное время. Это тот тыл, который очень важный. Еще что там нужно? РЭБ — это радиоэлектронная безопасность. Ну, мы можем только деньги отправить, мы не знаем, не разбираемся же. Да? Поэтому всем огромное спасибо, кто вот именно помогает, все равно свою лепту вносит в нашу победу. И, конечно же, хотелось пожелать, что быть человечнее друг другу и вот не оставаться в обидах, да, потому что понять ситуацию человека и понять, что эта эмоция у него временна. Беречь друг друга. Главное — открытое сердце. Больше ничего не надо. Мне кажется, все наши предки прямо из корня, да, все там рядом с нами. У меня такое ощущение. Почти каждый ежечасно вспоминаешь, просишь, помогают. И парень тоже рассказывает, получил ранение на ноге, говорит, в лесополке. Говорит, сознание теряю, просыпаюсь, говорит, не могу выйти, потому что чистое поле, а там враг, да. И мне нужно, говорит, вот через поле идти, чтобы дойти до своих. Все настолько вот видимо, что невозможно. Я, говорит, уже на некоторые сутки уже, говорит, уже
и уже воды нету, и ничего, и у меня уже, говорит, сил без сил, я вот так, говорит, лег, и, говорит, начал молиться всем своим богам, всех своих предков вызвал, говорит, сознание потерял. Потом очнулся, а там туман. Там очень влажная погода, и туман может быть такой густой, когда летом даже, вот после дождя, да, вот как наши зимние туманы бывают же, да, и вот такой туман тоже у них, ну, летом, вот. И видимость вообще практически нулевая. И во время тумана эти дроны не летают, да. И говорит, вот, и говорит, все, говорит, и я все свои вот силы собрал, говорит, и вот побежал. И вот смотрю, говорит, как будто туман вот так рассеивается. И я, говорит, бегу, вот, ну, куда глаза глядят, можно сказать. Тогда туман, говорит, рассеивается, примерное направление только знаю, говорит. И смотрю, говорит, здание стоит, говорит, это мы здесь были, рядом где-то должен быть магазин. И вот ориентировку нашел, и вот пошел к своим. Вот, нашел своих, получается, да. И поэтому и вот таких моментов у ребят, вот с каждым, вот, когда расскажешь, они все говорят, я знал, я чувствую. И почему-то все вот так, прямо вот так вот показывают его. И они, ну, такое вот. Потом один у меня говорит, я знал, что я ранение получу. Говорит, мне, говорит, повезло, что я ранение получил. Перед большими наступлениями было. И, говорит, мы на Б зашли, говорит, я раньше никогда не молился, а в тот раз, говорит, я прямо на БТР встал, говорит, вот так руки сделал, наверх посмотрел на солнце и начал молиться солнцу. Вот. И потом вот из 4 там вернулся только 1 БТР. Вот получается так. Это, конечно, печально. Такие истории много-много можно рассказать. В тех степях, ну, если даже не кровные родственники, но наши древние праотцы, возможно, да, тюрки же там были в тех степях. И один у меня парень был, он говорит, а я, говорит, перед каждым БЗ во сне вижу, говорит, Никона. Да? И он всегда показывает, говорит, дорогу. А на этот раз я знал, что я получу ранение, потому что он приснился, говорит, и он был такой сердитый, и вот прямо вот так, говорит, показывал. А есть задача, мы, говорит, пошли, и вот попались, говорит. БЗ — это боевое задание? Да, боевая задача. Задача. Ага. Потом еще один говорил, а у меня, говорит, есть свои, говорит, покровители. И с любой, говорит, передряги меня вытаскивает, говорит, полугранита. И вот впервые у ребят услышал, что есть такой покровительница наша, вот наших ребят, да, Балугуранита. Мне кажется, все наши предки там все равно сейчас. Обостряется все. Да. Боевой дух. Была у меня одна ситуация, когда одна мама говорила, что вот он приехал и сразу к ребятам. Вот у него все ребята. У них вот это боевое братство, когда они проходят вместе огонь, воду, медные трубы, вот все эти вот передряги. Они настолько сближаются, они становятся как одна семья. Друг с другом вот кровнее кровного. Вот прямо становятся такие, они друг за друга прямо вот переживают друг за друга, потому что от одного человека зависит жизнь всех. И ты берешь ответственность жизнь каждого, кто с тобой рядом, а не только за свою. Вот такую ношу, да, в гражданском мире никто не берет. А наши ребята, да, вот каждый военнослужащий, не только наши якутяне, и вот все, вот они берут ответственность за всех, не только за себя, но за всех, кто рядом. Они друг другу доверяют свою жизнь. Вот, поэтому вот это братство и вот это их чувство, оно совершенно другое. Это совершенно Вера другой Петровна, мир. вы в тот раз рассказали же забавный случай, когда вот они вышли с передовой, в гостинице хотели их расселить. Вот, то есть, почему, говорю, еще вот меняются привычки, там это, да. Их было 5, они в отпуск едут, да, в Ростов заехали, и вот такие рады, я их встретила, там, приехали в гостиницу, и они такие вот заказывают номер, каждый прямо в одноместных номерах.
Да? Каждый вот, ой, наконец-то будет кровать, наконец-то белая постель, вот, да? И вот каждый вот, нет, я один буду спать там, да? И все вот забронировали одноместные номера, да? Потом утром прихожу, все в одном номере и на полу. Я говорю, боже, это что такое? Вы что, говорю, напились, что ли? Нам не надо ехать, говорю. Нет, я же испытал, нет, мы трезвые. Говорю, а что, говорю, случилось? Ну, так удобнее, так как-то вот это, так привычнее, так удобнее, вот, да. И когда наши ребята вернутся, и обычно взять и сесть на полу или там лежать на полу, это нормально. Настолько привычки меняются, они, когда вот напряжение, да, у нас вот тоже ситуация была, да, вот в больнице, ну, в госпитале, получается. А парень пришел, говорит, меня сейчас, наверное, сегодня выпишут нарушением госпитального режима. А нарушение госпитального режима – это очень строгая мера, вот, наказание. Приходит с такими глазами, говорит, наверное, меня выпишут с нарушением. Говорит, а что, говорю, случилось? А я, говорит, вообще, говорит, с просонья, говорит, чуть медсестру, говорит, за горло схватился, говорит, не мог отцепиться. А я быстрее вот в отделение, там, говорю, старшей медсестре подхожу, что случилось, там надеюсь, там как там на это. И старшая говорит, да, все нормально, не беспокойтесь. Была стажировка, предварительная инструкция была, и просто человек невнимательно отнесся к этому и попал в такую ситуацию. Это на медсестру. Прежде чем будить человека спящего, да, ни в коем случае за плечо не надо. Это ты в таком тесном контакте, что человек неосознанно защитная реакция у него идет. Да? Это нужно свет включить, дверь открыть, пошуметь, за ноги потянуть и разбудить человека, чтобы не попасть вот в такой просак. У них есть вот такие определенные моменты. Для близких, может быть, это тоже вот для кого-то знакомо, но это иногда вот ребята сами себя боятся. Да? То, что мы сейчас уже не такие, какими мы были. И вот какими нас примут, они вот за это очень беспокоятся. И говорю, вас примут такими, какими вы есть, говорю, какими вы стали. И самое главное, обратить внимание на сон. Потому что когда нет сна, это нервная система и все, вот эмоциональное состояние, она очень напряженное, и человек не может отпустить. И вот этот сон, он восстанавливает человека. Вот, да? И вот если это первый звоночек, когда нет сна, нужно вот прямо на восстановление сна работать. Завершим нашу очень необычную беседу. Те, которые посмотрят эту передачу, это будет шагом к тому, чтобы мы их приняли такими, какие они есть. Пусть эта передача послужит этому, будет помогать этому. Я очень надеюсь, что мы сможем принять их такими, какие они стали, какими они есть, какими они стали, и уважать их мнение. Да, вот, уважать их мнение, уважать их решения. Решения, их выбор. Вот, ну, большое спасибо, что пришли, рассказали. Для нас, для обывателей, очень много неизвестного. Вы приоткрыли силы духа вам, терпение. Пусть наши благопожелания, вот вы отдохнули здесь недели 2, пусть эта сила поможет бойцам, привнесет силу. Спасибо. Хотелось бы сказать, берегите друг друга. Жизнь такая хрупкая штука, что Вера Петровна нам рассказала сегодня очень много важных вещей, которых мы, живя здесь, ну, как-то не придаем к этому большого значения. А в самом-то деле быть человеком, беречь друг друга и брать ответственность за всех, которые тут рядом, это наша задача. И надеюсь, что мы примем их такими, какими они есть, и мы будем стараться до их уровня человечности, до их уровня, ну, приобретенного, наверное, уровня какой-то большой силы, да, духа.
Ага. Сила духа, опыта. Опыта. Ага. Спасибо. До следующих встреч. Победа будет за нами. Победа будет за нами. И вот каждый прожитый день – это уже победа. Мы за вас трудимся, чтобы все на ваше благо было хорошо. Не думайте, что я в распуск- окопе живу. Но, вот. И многие так думают, что я живу в окопе среди военных. Такого нету. Даже родные так думают иногда. Но такого нет. Но наслаждаюсь тем, что вот здесь синее небо. И без всяких этих ракетных хвостов. А там? Ну, а там утром просыпаешься и смотришь на небо. Насчитаешь, сколько ракеты пролетело. А там можно считать по следам. Да. Ага. Остаются. Да? Оно как сетка остается. Это как самолет солон курдук. Только антахамолет как побе. Они военные самолеты низко летают. Только улахан соло халдар баттар. Но ракеты кены манны кругалями болар курдук. Ну, загогулинки такие. Такое. Интересно. Олен, это очень ценно для меня было смотреть чистое небо. Я раньше не понимала вот эту фразу «чистое небо над головой день». Вот сейчас я ее Вроде бы очень простое выражение. но такое именно за небо. Мгм.